Я вообще не ожидала, что пройду, потому что я не совсем в формате, мне кажется, такой арт-резиденции. Вот. Но я все-таки подумала, что я очень давно хочу на юг, и рискнула, подала заявку и прошла. Из всех в нашей группе резидентов для меня это была самая такая впечатляющая поездка. Во-первых, много каких-то стереотипов у меня про юг развеялось. Я увидела очень красивый, очень спокойный, очень такой приятный, уютный юг. Но все равно, так как я больше не традиционной живописью занимаюсь и не пейзажами, мне было интересно наблюдать за людьми. И села, которые по пути нам попадались, да, там было очень интересно, потому что нас пускали в семьи, мы смотрели на быт, мы смотрели, как люди живут, и это было прям замечательно. Мне еще очень понравилось, что на юге довольно много культур, и они умудряются уживаться вместе. Это не настолько уж и консервативно, как мне казалось, да, там люди вместе живут, там такое смешение культур. Ну, это было замечательно. Мы попали на концерт, там было не очень много людей, впереди нас сидела мама с 2 девочками. Я ее заметила, эту девочку, потому что она была в восхищении от музыки, она прям слушала, даже немного танцевала, ей, лет 6, наверное, маленькая. Она была такая красивая. Я когда увидела вот этот образ, танцующая маленькая девочка на фоне стены с выступлением, и там еще, так как это Баткенский театр, там были крупно нарисованы цветки айгуль. Я подумала, ой, как символично, и сфотографировала и начала делать эскиз рисунка. И хотя у меня был фотореференс, я старалась сохранить вот то впечатление, которое я увидела во время самого выступления. Да, такой очень живой взгляд девочки, безумно красивая, и она так хорошо смотрелась на фоне вот этих цветочков айгуль. И у нас тоже есть такое представление, что женщины — это обязательно какие-то цветы должны писать. Хотя на самом деле женская оптика нужна нам всем, женский взгляд на мир. Я думаю, что как раз именно искусство — это про созидание, а не про разрушение, потому что в сети вообще сейчас такая напряженная обстановка, очень много злости, ненависти, люди разбиваются на отдельные лагеря. А вот искусство — это про то, чтобы мы не разъединялись, а про то, что нас объединяет, про то, чтобы заниматься не войной, а миром, не войной, а искусством. Поэтому да, конечно, это, наверное, один из самых, на мой взгляд, эффективных инструментов, чтобы говорить про мир.